Высокое разрешение, четкость картинки, а главное миниатюрность самой конструкции. Все это для того, чтобы проникнуть в организм с минимальными последствиями. Оборудование Карл Шторц уже используется в практике ведущих зарубежных клиник. Теперь оно доступно и в больницах России. Достаточно большое количество таких видеосистем, и я считаю, что это большая заслуга нашего государства, нашего правительства, что именно доктора могут работать на оборудовании высокого качества. Инновационные технологии и новые методы лечения детского травматизма собралась обсудить целая плеяда врачей. О прогрессе медицины сегодняшнего дня и планах на будущее говорили в тандеме с представителями власти. Уверен, что научно-практическая конференция станет одним из важнейших путей по дальнейшему улучшению качества оказания медицинской помощи нашим маленьким гражданам. Это один из самых сложных вопросов в народе. Детская медицина, в принципе медицина. И убежден в том, что у нас есть некий системный сбой. Мы должны вычислить системный сбой и навести порядок. Конференция масштабов мегаполиса в Орле прошла впервые. Приехало около 200 специалистов. Здесь можно услышать не только о новых действующих системах лечения и новых методах реабилитации, но и о том, что ждать в будущем. Я буквально недавно был в Новосибирске, в Новосибирском институте травматологии и ортопедии, и там демонстрировали, как на основе матрицы, сделанной с помощью ДНК пациента, 3D-принтер печатает искусственные суставы. То есть это потрясающие совершенно технологии, инновационные технологии, которые, конечно, необходимо внедрить в ежедневную практику. В числе делегатов конференции российские врачи, а также коллеги из Беларуси и Швеции. За 3 дня в залах прозвучит более 60 докладов. Не секрет, что ежегодно отмечается рост как заболеваемости постмышечной системы, так и травматизма. А оказание естественной помощи остается, конечно же, на желать лучшего. Уже завтра они будут решать проблемы с лечением костно-мышечной системы у детей. Цель столь масштабной встречи, уверяют ведущие специалисты, не только обменяться опытом, но и передать его своим последователям. Уже в первый день к обсуждениям присоединились десятки будущих медиков и интернет-пользователей. Все заседания конференции можно увидеть в онлайн-режиме. Ксения Туркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».